Празднование Всероссийского дня поля собрало на фруктовых полях земледельцев со всего Северного Кавказа. Сегодня они не только могут познакомиться с сортами картошки, кукурузы и подсолнуха, выращенными на ингушской земле, но и присмотреть новые сорта, чтобы взрастить уже на своей. Больше всего внимания гостей привлекает продукция, выращенная по совместному труду ингушских и немецких аграриев. Благодаря специальной технологии семена плодов акклиматизировали под особенности климата в регионе. Такие вот региональные испытания позволяют нам подобрать сорт наиболее оптимальный для местных условий. То есть мы хотим, чтобы производители картофеля в Республике Ингушетия выращивали высокие урожаи. Наши сорта способны дать 50 тонн и выше товарной продукции с гектара, что, в общем-то, экономически оправданно и позволит получать хороший доход производителям картофеля. Оценивают ингушскую сельхозпродукцию не только земледельцы, но и почетные гости. Глава региона и директор Россельхозцентра России Александр Малько лично поздравили аграриев с профессиональным праздником. Благодаря в том числе санкционному периоду многие регионы России переориентировались, посмотрели, как можно уже жить в условиях даже вот таких санкционных, имея при этом больше плюсов, чем минусов. Республика Ингушетия не является в этом исключением. Мы благодаря хорошему подходу к проекту как садоводства и благодаря нашему инвестору создали вот такое великолепие здесь, в Ингушетии. Я не скажу, что это лучше, чем где-то на Кавказе, но это достойный проект, где многие могут поучиться, как развивать садоводство. Серьезный контроль, мотивированность работников и четкий выбор направления или культуры, выращивание которой лежит в основе проекта. Главное условие для хорошего урожая, отмечает глава региона. Почетные гости высоко оценили выращенную продукцию по немецким технологиям. Дегустацию начали с картофеля. Тот или иной сорт пробуйте, пожалуйста. Давайте мы его Качество выращенной продукции дегустаторов приятно удивило. Директор Россельхозцентра отметил, что Ингушетия – первый регион на Северном Кавказе, где было решено вырастить новые сорта с учетом агроклиматических условий субъекта. Страна наша огромная. Не везде мы можем произвести в других регионах то, что можно произвести на территории республики. И этим надо пользоваться. У нас огромный рынок. В принципе, это один из крупнейших рынков мира семеноводческих. Где-то на 4-5 месте Россия находится на рейтинге рынков мира семеноводческих. И поэтому я думаю, что определить перечень культур, определить те направления, которые здесь более эффективны, и помогают такие дни поля. Не надо гнаться, наверное, за всеми культурами сразу. Надо выбрать точно те направления, те культуры, те сорта и гибриды, которые надо производить здесь для производства, и которые можно производить для того, чтобы семена их продавать в другие регионы, где это просто произвести невозможно по климатическим условиям. Следующим этапом развития ингушской сельхозпродукции станет закладка семенных участков озимого рапса, ячменя и пшеницы уже этой осенью. Итогом такого сотрудничества должно стать повышение урожайности сельскохозяйственных культур и достижение высоких результатов нашими товаропроизводителями. Мы только в марте подписали договор о сотрудничестве с Минсельхозом Ингушетии. Наша цель – это, во-первых, подбор культур, которые важны для республики, это первое. А вот в ходе испытаний мы тогда уже поймем, какой сорт конкретно будет для республики хитом, какой показывает самый высокий урожай. Второй этап будет озимые культуры. На следующий год мы надеемся, мы продолжим, может быть, в другом формате, может быть, на другом участке. Делегация во главе с Юнусбеком Евкуровым приняла участие и в акции по посадке семян, растений, адаптированных под местные климатические условия. Сорт Бельмондо, средний ранний сорт, жиростойкий, отличается очень выровненными клубнями. Ну, рядом еще соседние капницы, смотрите. Очень вкусный, сейчас можно на ужин себе заработать. Уже можно попробовать. На просторах сада «Гигант» представили выставку местной сельхозпродукции. Молочные продукты, овощи, фрукты, горный мед. Блюда ингушской кухни также может отведать любой желающий. Завершающим этапом праздника стала презентация сельхозтехники международной фирмы «Грим». Сотрудничество с компанией позволит республике развернуть цех по сборке сельхозтехники. Изучив представленные образцы, глава региона поручил ответственным лицам рассмотреть вопрос взаимодействия с компанией. Амина Бокова, Аза Миржоева, Новости 24.